Сегодня в ролике ты увидишь десятку только новых, интересных и просто лучших онлайн-игр для твоего телефона или планшета. И всем привет, братюни, сестрюни, меня зовут как всегда Лайк. Ставь лайк, если хочешь больше топов, и комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку, ну а перед началом ролика... У друга есть для тебя новости. Недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Это прикольный шутер с уклоном на ВП-битвы. Соревнуйтесь в меткости с другими игроками. Здесь нет надоевших противостояний спецназа и тиров. Будьте кем хотите. Простым гражданским, байкером или даже Киану Ривзом в образе Нео. Большой арсенал винтовок. Любое оружие можно улучшить, оснастив, к примеру, глушителем или мощным прицелом. А еще можно выделиться, применив к пушке какой-нибудь запоминающийся скин. В целом круто, поэтому советую поиграть. Забавная игра, основанная на физике, включающая в себя множество мини-игр, где вы будете соревноваться одновременно с 20 игроками. Используйте мощные кулаки, бонусы и особенности локации. Вы должны накапливать силу и наносить сокрушительные удары, толкать, бросать и обманывать остальных участников игры. Ваша задача проста – стать победителем. Для этого необходимо высаживаться на арене, искать полезные гаджеты и расправляться с врагами. Будьте предельно осторожны. Пол под ногами будет рушиться, локация уменьшаться каждые 30 секунд и заставляя игроков мочить друг друга. К особенностям игры можно отнести красочная мультяшная графика, удобное управление и большой выбор карт. Лайк, передай привет 6-му А, мы все тебя смотрим. Без проблем, 6-й А класс, привет вам. Как и в ПК-версии, здесь все так же. В каждой команде 5 игроков, и каждому предлагается огромный выбор героев со своими уникальными умениями. Вы будете играть ту или иную роль в сражениях. Есть герои поддержки, которые лечат союзников. Есть герои основы, которые добывают золото, покупают необходимые предметы и набирают свою мощь. На последних этапах игры есть несколько универсальных героев, которые могут дать отпор на средних этапах и неплохо показать себя на линии. Кстати, братишка, а ты уже смотрел сериал по Лолу Аркейн? Скоро будет 2-й сезон. Напиши в комментариях, как тебе и ждешь ли. А тут, как и в полноценной версии, сражения такие же короткие, 15-20 минут, и игра завершена в пользу одной из команд. Естественно, влияет не только фактор личного навыка, но и навыки ваших союзников, командные взаимодействия и умение находить правильные тайминги в файтах против других игроков. Представьте себе, что вы с друзьями решили заночевать в страшном месте, а именно в больнице, и вдруг просыпаетесь среди ночи в незнакомом месте. Только вы и призраки вокруг. Игра делится на 2 команды – пациенты и призраки, хотя тут есть и другие разные режимы. Но в этом пациенты, то бишь вы, должны будете быстрее выбраться из лабиринта комнат и коридоров, собирая подсказки и предметы, чтобы найти выход. Призраки же преследуют вас по пятам, стараясь поймать. Атмосфера игры напряженная, с мраком и страшными звуками. Локации большие, тут прям легко заблудиться. Но и возможностей для взаимодействия с окружающим миром тоже множество. Готовьтесь к приключению, остерегайтесь призраков и ищите выход из этой жуткой ловушки вместе с друзьями. Это тоже забавная игрушка с простым и приятным казуальным игровым процессом и множеством персонажей. Есть 3 острова, которые можно исследовать по своему усмотрению. Можно поиграть до 4 человек с друзьями или рандомами. Вы можете испытать самые разные мини-игры, такие как соревнования, выживание, просто прохождение уровней, охота за сокровищами, гонки, спорт, головоломки, стрельба, ну и так далее. Также не забывайте разблокировать новых героев.
Это шутер от третьего лица, наполненный эпичными сражениями и самыми разными игровыми режимами. Чем-то даже напоминает ту же Overwatch, хотя скорее только напоминает. Вас ждут динамичные битвы 4 на 4 с игроками со всего мира и десятками самых разных героев. Мы окунемся в светлое будущее, где научный прогресс достиг невероятных высот. Теперь вам предстоит стать защитником и защищать свою планету от инопланетных врагов. Выбирайте из множества уникальных персонажей. Каждый из них обладает своим специальным оружием и характеристиками. Участвуйте в PvP и PvE боях. Побеждайте инопланетных захватчиков и прокачивайте своих героев, открывая новых и еще более мощных. Это игрушка в сеттинге постапокалипсиса. Собирайте автомобиль, устанавливайте на него прочный обвес и отправляйтесь на арены, сражаясь с реальными игроками. В вашем распоряжении окажется джип, на котором установлена крепкая броня и несколько видов огнестрельного оружия, пулеметы, ракетницы, силовые барьеры, ну и прочие элементы, которые нужны в мире постапокалипсиса. Вооружение установлено не просто так. Оно понадобится вам для расправы над другими игроками. Не забывайте, что прочность щита не бесконечна, и вас также могут уничтожить, как и вы своих оппонентов. Все автомобили можно прокачивать по несколько раз, увеличивая прочность, делая корпус более крепким, двигатель мощным, а запас топлива практически бесконечным. Прокачка автомобилей по уровням позволяет изменить не только их техническую часть, но и внешний вид. Оружия в игре также много, что у вас не хватит времени испытать все, а в некоторых режимах придется просто подбирать оружие, которое лежит на дороге, и уже ориентироваться по ситуации. В недалеком будущем, после глобальной катастрофы, на нашей планете начали появляться опасные зараженные зоны, кишащие разными монстрами. Искатели приключений быстро поняли, что в этих зонах можно найти редчайшие артефакты, и в этой игре вы возьмете на себя роль двух главных героев, Белль и Вайза, и отправитесь на поиски сокровища, сражаясь с ужасными монстрами. Игрушка чем-то напоминает ту же Genshin Impact, но не совсем. Каждая миссия будет начинаться в городе, где можно нанять бойцов в свою команду, закупить необходимое снаряжение. Боевая система игры включает два типа базовых атак: блок, парирование и специальные способности, до 4 у каждого бойца, а переключаться между агентами в вашей коллекции можно мгновенно. Также разработчики добавили совместное кооперативное прохождение, что довольно круто, поэтому готовьтесь к эпичному сражению, поискам редких артефактов и крутым приключениям в этом постапокалиптическом мире. Крутая игрушка, где вы окунетесь в крутые баталии. Вы будете управлять разными роботами, каждый из которых способен нанести сокрушительный урон по своим противникам. Ваша задача — проявлять быстроту, ловкость и точность, чтобы не стать добычей для более хитрого и подготовленного врага. Тут неплохая картинка, управление, множество разных задач и вообще любимый многим мир будущего, отдаленно напоминающий «Звездные войны». Так что готовьтесь вступить на этот боевой космос. Еще тут довольно прикольная кастомизация. Это крутой шутер, сделанный наподобие Warzone, с отличной графикой и элементами рогалика. Здесь вас ждут динамичные командные сражения на разных локациях и в популярном режиме «Королевская битва» или уже не популярном, но неважно. В боях вы сможете играть как в одиночку, так и со своими друзьями. По мере игры, в течение одного боя, вы сможете открывать новые виды оружия и экипировки, находя их в здании и покупая за набранную валюту. Со временем вы сможете открыть новые скины, чтобы менять внешность вашего бойца, а локации в игре довольно разные, что немало влияет на ход сражений. Также элементы управления вам могут показаться довольно привычными, что поможет быстро привыкнуть к ним и максимально эффективно использовать во время боя. А к особенностям игры можно отнести отличная графика, большое количество разнообразного вооружения и эпичные командные сражения. Ну а это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Кросс-платформенная игрушка с открытым миром. Выглядит и правда довольно интересно, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, ну а также подписывайся и смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.